Всем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео «Схватил, задушил и выбросил в реку. Как и за что убивали Яну Легкодимову». Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходит все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. По поводу этой темы, друзья, сейчас в ленте много попадается таких видеороликов. Я вообще не думал, что это произошло в Казахстане, но я когда увидел, что произошло в Казахстане, еще моя супруга мне показала, подписчики сбрасывали, говорили: Коля, ты видел? И я просто ужаснулся от того, что люди себе могут позволить сделать, да, с другим человеком. Это ужасно. Давайте посмотрим и обсудим эту ситуацию вместе с вами. Смотрим, друзья. Всем привет, это Айран. В Атырау завершилось громкое судебное разбирательство по делу Яны Легкодимовой. Расследование этого ужасного преступления длилось почти год. Девушку убили в октябре 2024-го. Почти 8 месяцев не могли найти ее тело, но все-таки следствие удалось довести до конца. Подробности мы вам еще расскажем, озвучим жуткую переписку убийц. А пока к оперативным новостям. Сегодня суд вынес приговор Резуану Хайржанову и Алтынбеку Катимову. Их признали виновными в убийстве 23-летней Яны. Обоим дали пожизненное. Вердикт судьи в зале встретили эмоционально. Мама. Ну, пожизненное, друзья, я считаю, за любое убийство, я считаю, надо давать пожизненное, потому что если умышленно он сделал это, и это делалось умышленно и жестоко, в любом случае надо давать пожизненное заключение, потому что сейчас много таких у меня дома в Украине. На днях тоже случился такой инцидент, да, парень ехал, украл машину, друзья, сел за руль в нетрезвом состоянии украденной машины, ехал по дороге и шел один молодой человек, он его сбил, 17 лет парню, он не остановился, он поехал, оставил дома где-то там, оставил машину, вот эту угнанную, подзвонил полиции и сказал, что там лежит тело и надо что-то делать с этим. Но он не признался, что это он говорил, что я ехал и увидел это тело. Ему дали 10 лет за то, что он сел нетрезв, угнал машину, сел нетрезвый и еще убил мальчика. 10 лет. Я вообще просто был в шоке. Смотрим, друзья. Ну, это у нас такая ситуация произошла. Вот на днях. Это ужас. Мама Яны не смогла сдержать слез. Давайте посмотрим кадры из зала суда. Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. В соответствии с частью 4 статьи 58 Уголовного кодекса Республики Казахстан по совокупности преступлений путем сложения наказаний Хайржанову Резану Аслановичу окончательно назначить в виде пожизненного лишения свободы. Катимову Алтынбеку Асылбеку было признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по пунктам 6 части 2 статьи 202 и пунктами 7 и 8 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. И по пункту 6 части 2 статьи 202 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. По пунктам 7 и 8 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Какая атмосфера царила в зале суда? Какой была реакция на приговор стороны потерпевших? Об этом узнаем прямо сейчас от моей коллеги. В Атырау работает съемочная группа Айрана. С нами на связи Наргиз Рахимжан. Наргиз, привет. Расскажи, пожалуйста, что было в зале суда, как реагировали, было ли усиление? И вот что необычное, я заметил, что были комментарии, да, от судьи. Вот это такая непривычная какая-то практика. Что именно сказала судья? Расскажи, пожалуйста. Атмосфера в зале суда была довольно напряженная. С самого утра, как мы сюда прибыли, мы увидели очень много сотрудников СОБР, мы увидели много полицейских. И вообще, в принципе, здесь собралась утром толпа. Это все были жители Атырау, неравнодушные люди, которые пришли поддержать маму Яны, пришли выслушать приговор.
То есть на самом деле, кстати, организация была довольно неплохая. То есть действительно усиление было, и было видно, что сотрудники суда и СОБР, они прям следят за порядком. То есть мы даже помним недавний суд по делу Хасана, когда вот весь процесс превратился в какой-то балаган, но здесь такого не было. Это, наверное, нужно отдать должное Атыраускому суду. То есть в этом плане мы были очень всем довольны. Вот. К сожалению, да, приговор затянулся, судья начала зачитывать его позже, чем планировалось. Планировалось в 11, начали позже, но уже на тот момент все были готовы, все сидели довольно напряженно, ждали конечный вердикт. Вот. И вот, да, действительно, когда судья огласила приговор, в зале раздались аплодисменты, это было слышно. То есть люди действительно были рады, счастливы. Мы видели слезы фактически, если так посмотреть, у абсолютно чужих людей, которые просто пришли поддержать маму Яны Галину. Вот. А судья отличилась тем, что она высказала свои эмоции. То есть, как правило, мы ведь привыкли, да, и ты, Адиль, и я, мы сколько судов освещали, мы видели, что когда судья зачитывает приговор, и даже потом уже объяснение самого приговора, почему она приняла такое решение, он или она приняли такое решение, они смотрят на листочек. То есть есть там определенное готовое объяснение. Но в этот раз судья Зарема Хамидуллина, она говорила от себя, говорила очень искренне, это было очень эмоционально. В этот момент, наверное, всплакнули все, прям мурашки у нас, мурашками покрылось полностью наше тело, то есть даже журналисты. Ну вот это я тоже отдельный урывок вот этого видел, где судья высказывала свое мнение о суде, конечно же, отдельная благодарность за то, что она не пошла по каким-то там стандартам, да, а как человек высказала свое мнение. И, друзья, ну да, там реально она правильно все сказала, потому что непонятно, как вообще возможно такое человеку, чтобы прийти в голову вот так делать. Журналисты, они сами стояли и не могли сдержать слез. Это было очень эмоционально. Было видно, что судья говорит от себя как человек, как женщина. А потом, после процесса, я попыталась навести кое-какие справки и узнала, что это та судья, которая вынесла до этого приговора уже 4 пожизненных срока. То есть для нее это не впервой, но каждый раз, когда она это делает с большой отдачей. То есть я прочитала интервью, которое она давала одному из местных СМИ. И действительно, когда она говорила, у нас прям, наверное, волосы дымом стали, особенно в тот момент, когда она описывала состояние останков Яны. То есть она говорила очень с такой болью, говорила, что по казахским традициям принято хоронить тело, предавать его земле, что у матери даже шанса не было это сделать. То есть мать даже не смогла обнять тело своего ребенка. И было видно, что как тяжело вообще в принципе дался этот процесс. И стоит отметить, что как раз-таки, когда Зарема Хамидуллина зачитала приговор, в этот момент мама Яны, она не плакала, она сдерживала себя. Но когда судья уже объясняла приговор и говорила от себя лично, довольно эмоционально, в этот момент Галина уже не смогла сдержать слез. Вот давайте послушаем, что сказала судья Хамидуллина. Это спланированное убийство, жестокое убийство. Они заранее готовились к этому, со смехом, хладнокровно, унижая Яну, 10 дней подряд обсуждали различные способы совершения убийства. Осознанно шли к этому, искали яды. Также обсуждали, как можно убить ее без следов. Знали, когда она будет дома одна. Оценили жизнь человека за 500 тысяч тенге. Из их переписок установлено, что для них жизнь человека ничего не значит. Для них человеческая жизнь не имеет никакой ценности. На протяжении всего процесса, Хайыржан Викатимов, я ждала от вас, как вы можете объяснить вашу переписку суду. Вы отказали от дачи показаний, это ваше право. Однако перед прением Хайыржан сказал, что Яна курила, употребляла спиртные напитки, также наркотические вещества, гуляла, вела аморальную жизнь. Однако это ничем не подтверждается. Из переписок не установлено, что она вам угрожала. Из ваших переписок установлено, что она вас только любила и требовала взаимности. Хайыржан, вы ее убили за то, что Яна вас любила. Очерняя потерпевшую, Хайыржанов, вы показываете, что до сих пор вы не осознали своих действий и не встали на путь исправления. Не один день, а несколько дней подряд вы с Кативом жестоко, цинично, со смехом
обсуждали способы убийства. Тогда вас только волновало и интересовало, как не быть задержанными полицией, а не судьба человека. На протяжении всего процесса суд согласился только с одним вашим доводом, что в ваших действиях нет оправдания. Действительно, суд не нашел никаких оправдывающих обстоятельств. Подсудимые Хайржанов и Катимов признавали убийство Яны, однако в ходе досудебного расследования вначале они вину не признавали. После того, как следствие нашел видеозапись момента убийства и собрали неоспоримые доказательства, после того и вы признали вину. После убийства, когда вы сбросили тело Яны в реку, зная, что сейчас такое холодное время, ее тело находится в реке, вы пришли в бар, где вы спокойно сидели, распивали спиртные напитки, все время смеялись, не выражали никакого сожаления. Тогда я действительно увидела ваше истинное лицо. Мы живем в мирное время. Вы выросли в полной семье. Вам родители дали, что могли. Вы работали, вы получили образование, высшее образование. Вы работали, вас окружали хорошие люди, родные, близкие, друзья, коллеги. Однако я не знаю, откуда у вас столько жестокости и озлобленности. В судебном заседании вы неоднократно говорили о родителях, о родных, но о родителях, о родных, о близких нужно думать до совершения преступления. Еще такой человек будет рассказывать о родных, о близких, о том, что он думает о них, друзья. Ну, я бы боялся такого родного человека, вот честно. Если он там в переписках вот обсуждали, как они ее будут убивать, и не один день это все обсуждали, и потом так цинично все это сделали и пошли в бар себе вроде отмечать это какое-то событие, прям это человек психически точно ненормальный, и такого надо от общества отделять в любом случае. Я надеюсь, мы вдаль увидим, как и за что убивали, я не знаю, ну за что мне хотелось бы, потому что как это вообще мне, просто я представляю, что она пережила, это ужас, это ужас. Так, в судебном заседании установлено, что Катимов сказал сокамерникам, что девочку не найдут, Яну, поскольку Хайржанов знал, куда ее выбросить, ее тело. Тем самым вы заранее определили место, где можно спрятать тело. Так, когда человек уходит из жизни, его тело должно быть передано земле. Будучи казахами, вы это прекрасно знаете. Так, потерпевшие, не возражайте, если покажу? Так, вот посмотрите, что от Яны осталось. Отсутствует нижняя часть челюсти. Ее тело разорвали животные. Отсутствует руки, ноги, также таз. Где остальные части тела? Поэтому Хайржанов... Ужас, просто ублюдки такие, что, друзья, я просто, извините за то, что не могу подобрать слов к этим людям, не людям этим, но это просто, я хотел бы его посмотреть, что это за человек. Катимов, суд назначил вам самое суровое наказание, предусмотренное в Уголовном кодексе Республики Казахстан. Да, очень эмоциональное, конечно, выступление было. Наргиз, скажи, пожалуйста, а удалось ли поговорить с мамой Яны, как она отреагировала на приговор вынесенный? Да, нам удалось поговорить с мамой, но, к сожалению, недолго, потому что она... ей было тяжело. То есть до этого она уже говорила нашим коллегам, что, в принципе, она не может говорить о своей дочери в прошедшем времени. Ей тяжело это все дается. То есть даже в тот момент, когда судья продемонстрировала участникам процесса кости Яны на большом экране, Галина, она не смогла смотреть в ту сторону, она просто смотрела прямо, она даже голову не поворачивала в сторону экрана.
То есть ей морально тяжело. И мы понимаем, да, решения справедливые, как бы убийцы, они уже получили по заслугам и получат по заслугам, но к жизни Яну это не вернет. То есть это довольно тяжело, и нам все-таки удалось поговорить, хоть и ненадолго, с мамой Яны. Она сказала, что приговором она довольна. Давайте предоставим ей слово. Суд принял правильное решение. И самое главное, я хочу сказать огромное спасибо нашей страны и вообще многим людям со всех стран, которые меня полностью поддерживают. И хочу сказать, что я пришла в суд изначально проигравший, потому что мне ребенка никто не вернет. Но я сумела очистить имя своей дочери, очистить от того, что он изначально выставлял убийцей мою дочку. Он в первых показаниях сказал, что она на него напала, и она его душила, чтобы облегчить свою участь и вести следствие заблуждения. Это самое главное, зачем я пришла, чтобы они были наказаны и чтобы определить имя своей дочери. И всем спасибо. Нургиз, спасибо большое за информацию, за то, что ты лично прочувствовала всю вот эту вот атмосферу этого громкого процесса и как он завершился. А мы продолжаем выпуск. Сейчас расскажем предысторию этого громкого дела. Яна пропала в октябре прошлого года. Она пошла на встречу со своим знакомым Резуаном Хаиржановым и исчезла. В последний раз девушку видели в машине Резуана. Мама Яны, Галина, сразу же забила тревогу. Она нашла дневник дочери, в котором упоминался некий Р. Благодаря, кстати, записям в дневнике полиция смогла выйти на след убийц. Спустя несколько дней арестовали 24-летнего Хаиржанова и его подельника 25-летнего Алтынбека Катимова. 24-25 лет парням. Боже, я честно, я не знаю, как их растили, какое воспитание давали этим людям, что у них вот такое в голове возможность вот такая происходит. Ну, друзья, ну это ж не просто так вот с бухты-барахты человек задумал, и это какой-то промежуток времени, жизнь тебя воспитывает, тебе какие-то моменты показывают, ты живешь, ты смотришь, делаешь выводы, да. Ну, у них это, не знаю, что они смотрели, какие книги они читали, как их родители воспитывали. Но то, что они сделали в такие годы, ну, теперь все, ну, за такое я просто понимаю, за то, что они сделали вот это, ну, им в столь отдаленных местах, ну, не сладко 100% придется. И это радует. Вот именно вот это радует, что пожизненное у них будет, и там им дадут урок, где они будут спать, и где они будут кушать, и что они будут кушать, и что они будут мыть. Это правильно, я считаю, что хоть там тоже есть какая-то иерархия людей, которые делят, за что сидят, за что попали. Я думаю, им не сладко там будет, и это вызывает хоть адекватно. Ну, это играют эмоции, друзья, но эти эмоции нормальных людей должны так играть. Вот, когда ты видишь вот это, вот этих двух парней, и что они себе позволяли сделать с этой девочкой, ну, это ужас. Они дали признательные показания, однако тело девушки не могли найти на протяжении 8 месяцев. По версии следствия, Резуан и Алтынбек задушили Яну, а труп сбросили в реку Урал у села Талдыколь. Останки нашли лишь в конце июня на берегу реки Урал. Страшную находку обнаружила супружеская пара, которая рыбачила неподалеку. Летом дело передали в суд. 17 сентября состоялось первое слушание. Хаиржанову и Катимову вменяли убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В ходе слушания удалось воссоздать картину этого преступления. Яну воспитывала мама Галина Лихкадимова. Они жили в селе Чапаево. Но когда Яна закончила школу на отлично и поступила на грант в университет, семья переехала в Атырау. Девушки пророчили блестящее будущее
будущее. Она закончила магистратуру и работала в Казахском научно-исследовательском геолого-разведочном нефтяном институте. С Резуаном Яна познакомилась в университете. В июне 2024 года они начали встречаться, а уже через месяц девушка узнала, что у Хаиржанова есть другая, и он планирует на ней жениться. Яна пригрозила Резуану рассказать обо всем его невесте. Это, по версии прокуроров, и стало отправной точкой. Тогда Резуан, судя по всему, и задумался избавиться от Яны. Чтобы воплотить этот план в жизнь, Хаиржанов обратился за помощью к своему другу Алтынбеку Катимову. Судя по переписке, Резуан предлагал своему сообщнику 500 тысяч тенге за убийство. Ключевую роль в расследовании этого дела сыграла именно переписка Хаиржанова и Катимова. Подельники хладнокровно рассматривали разные варианты: цианид, ртуть, удушение. Всего около 20 всевозможных способов. Преступники цинично обсуждали, что делать с телом. Когда эта переписка попала в сеть, эффект был как от разорвавшейся бомбы. Мы озвучили небольшой фрагмент диалога. Что пугает больше всего из этой переписки, так это фраза «Мы вещи и пострашнее делали». Что это за вещи, пока остается за рамками следствия. Давайте посмотрим и послушаем. Ну, прям убрать, думаю. Сбей, хуй. Ну, 50 на 50. Или прям убрать. Но я как бы один не справлюсь. Ну где ты цианид достанешь? Чел, вечное успокоительное нужно. Пойдешь на такое со мной? Оркестр во что уперся? Диму надо воткнуть. Ртуть, думаю. А что, есть, чтоб травануть? Цианид нереально. У нее шея как спичка. Сорян, но мне смешно. Типа в машине сзади сесть. Ну и ее на изи. Нужна ночь. Ну, я тебе на изи такси оплачу. Мне что, теперь на выходных приезжать, мочить ее? Думаю, идеальный вариант. Типичная баба. Ну, по сути, любая вумен, только это вумен. Куда девать тело? Думай, надо за город. Копать я в рот. Кости останутся, не сгорит. Угу. Ну, найди канистру, короче. Тростинка, ты ее и сам вырубишь, поди. А сразу по челюсти. Так не ляпас надо. Я поищу яды. Лучше бы ты фембойчик от... Ага, после дела. А пиво потом. Я не ел. Ну, купим что-нибудь по дороге. Даже донер успеваем взять. Я тебя спонсирую, сучка. Только чувство, что виски без сока пить не стоит. Я в целом уже забил. Я тупо дрых. Пиво вообще за... Спать, пирожочек. Заснет изи. Станет ли она пить? Вот в чем вопрос. А это мысль. Во сне расслабиться. Там тугие мышцы, ну, я еле помещался. Ты описал так, и туда не помещусь тупо. Пока спит еще, теплая и живенькая. Ха-ха, чел, не нужно труп, посмотрим. Жалко, сиськи маловаты. Окей. А там дальше как потечет, звякнешь. Я пока курю или что-нибудь делаю. Ну, знаешь, мы пострашнее вещи делали. Ну, чел, бы мозги жена, да, лучше уж. Хоть и не жена, а там баба мозги бьет другу. Не говори, хуй было меня доводить. Жизнь. Она даже не будет подозревать, ну, потому что... Ой, мамочки, какой романтик. Наверное, надо будет потом делать предложение, готов убить. Она пойдет за моей спиной вонять, только смысл. Но я могу ее заблочить. Интерцептор на меня обидится. Пора в землю, дорогуша. Ты тронула моего пирожочка. Мне... Не. Сейчас устрою уборку дома. Чисти все, чисти. А ничего, с собакой придут. Промой все, следы всякие могли быть. Твое мнение. Как думаешь, она достаточно напугана? Можешь на лапу прокурору дать. Все взяточники. Дорого будет. Ну, посмотрим. Это Казахстан. Ты можешь просто на лапу дать. Окей. Чел, ты за меня сядешь, если я куплю тебе машину. А если я куплю тебе машину, будешь моей сучкой. Ха, и ты такой на юбилей свадьбы. Я за тебя усыпил на... Я убил ради тебя. Эй, из всех маму жалко. Ха-ха-ха.
Потерпевшая сторона намерена ходатайствовать о дополнительном расследовании. Они тоже подозревают причастность Катимова и Хайржанова к другим преступлениям. Переписки подсудимых повергли Казахстан в шок. Люди начали следить за этим делом, выражали свое возмущение, поддерживали маму Яны. В зал суда приходили неравнодушные люди. Сами обвиняемые отказались отвечать на вопросы в суде. Резуан признал свою вину и попросил у Галины Лихкадимовой прощения. Заявил, что убил Яну, потому что боялся потерять другую девушку. Также якобы боялся, что Яна что-нибудь с собой сделает. На суде были озвучены страшные подробности самого убийства. Кто-нибудь с собой сделает, я с собой сделаю. Ну да, но переписка, друзья, конечно, у них это вообще жесть просто. Я не знаю, вот, не дай бог, они еще что-то делали, портили жизнь молодым девочкам или еще что-то у них происходило такое. Ну, это печально, друзья. Не зря их закрыли, и не дай бог они выйдут или еще что-то, амнистия какая-то будет происходить, потому что оно ж так все не останется, будут адвокаты работать, они будут говорить, что можно подавать на повторный. Я думаю, там бесполезно, потому что то, что они сделали, это ужасно. Катимов утверждал, что Яну задушил Резуан, а сам он только якобы держал дверь машины. Но, по словам матери, Алтынбек Катимов сломал пальцы Яне, чтобы она не смогла оказать сопротивление. Также Галина Лихкадимова уверена, ее дочь была беременна, и Резуан это знал, поэтому и убил ее. Ну, я напомню, что в Атырау работает наша съемочная группа Наргиз Рахимжан. Хочется еще спросить, как отреагировала сторона защиты на судебных процессах. Я помню, активно участвовали родители подсудимых. Они даже просили, по-моему, оправдать их детей за это страшное преступление. Как они отреагировали на приговор? И можно ли ждать апелляцию по этому делу? Да, я хотела бы напомнить, что сами подсудимые от дачи показаний отказались, вот когда суд приступал к их допросу. Вот как раз-таки, когда прокурор запрашивал срок и моральную компенсацию в помощь, в смысле, насчет потерпевшей, тогда родители уже осужденных, они были возмущены. То есть там даже была озвучена такая реплика: «Вы же не кормильца потеряли, а ребенка». Но сегодня мы пытались как-то проследить за их эмоциями, но даже тогда, когда судья обращалась к ним напрямую, когда она объясняла приговор Резуана и Алтынбека, они опустили головы, они даже взгляда поднять не могли. А мама Яны смотрела на них в упор. То есть они тоже не смогли посмотреть ей прямо в глаза, и у них была реакция такая довольно спокойная, как будто они в принципе этого и ожидали. Когда судья спросила у осужденных, согласны ли они с приговором, они молча кивнули, и все. То есть я не знаю на самом деле, мы не можем точно утверждать, будут ли они подавать апелляцию, но я предполагаю, что будут. Хотя, в принципе, раз они отказались дать показания, то наверняка уже и знали свою участь о том, что их приговорят к достаточно суровому наказанию. Мы попытались поговорить с родителями осужденных, с их адвокатом, но, к сожалению, в тот момент, когда мы записывали маму Яны Галину, они ушли, они покинули зал суда, и потом мы их уже не смогли найти. То есть, что они думают по этому поводу, мы не можем утверждать, лишь предполагать. Ну, спасибо большое, Наргиз. Спасибо за твою работу, за то, что первой рассказала о том, что же там было и как все это происходило, чем завершилось это скандальное дело. Спасибо большое. Ну вот так вот завершилось это громкое судебное разбирательство. Признаться честно, мало кто ожидал, что убийцам дадут пожизненный срок, но приговор был именно таким. Теперь у преступников есть целая вечность, чтобы подумать о том, что же они сотворили. Хоть справедливость и восторжествовала, Яну к жизни, увы, уже не вернуть. Остается лишь пожелать терпения и сил ее родным и близким. Это был Айран. Спасибо, что вы с нами. Всем пока. Маму, конечно, не вернуть ребенка, и она это вряд ли забудет в любом случае. Никогда такие вещи не забываются, друзья. Единственный ребенок, я так понял, был. Это ужасно. Я вообще просто еще, когда вот эту переписку я увидел и услышал, как они это все обсуждали, как они общаются по поводу этой темы, это вроде ты на базар собираешься сходить, друзья, купить там картошку или еще что-то.
Так для них это все просто было, так все. Никаких отговорок друга, там, не делай этого, не давай подумай что-то, как-то решить в другом плане эту ситуацию. Нет, вот просто вот как... Я не знаю, о чем они. Они думали, что их не споймают или еще что-то. Ну, это ужас. Это просто ужасная история, друзья. Не дай бог пережить кому-то такие вещи. Это просто в уму непостижимо. Как вообще такое в голову может прийти, друзья? Друзья, обязательно в комментариях напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам, друзья. Берегите себя, до встречи.